Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем второй сезон нашего цикла передач «Уроки космофилософии» или «Познай самого себя» с социальным мастером, космофилософом Муратом Мусабаевым. Здравствуйте, Мурат! Сегодня мы запланировали с вами вести разговор на тему «Время и вечность, жизнь и смерть». Что есть время? И чем она отличается от вечности? Что написано в священных книгах об этом? Как вы вот это растолкуете понятие время и вечность? Вот для того, чтобы четко себе представить время, если взять к нему антоним применить, что, допустим, черный, белый, соответственно, время как антоним будет отсутствие времени. А отсутствие времени есть вечность. То есть вечность и время — это как бы антитеза. Но, соответственно, время — это то, что на фоне вечности существует. И вот если говорить о Священном Писании, то там есть ключи ко всему в том числе. И вот если сказано, что в центре райского сада, посередине райского сада, стоит древо вечной жизни и древо познания добра и зла. Это тоже символика двух этих вещей. Символика, почему сказано, чтобы он не сорвал, не взял плода с древа жизни и не стал жить вечно. То есть это вечность имеется в виду. Да? А сказано, попробовав плод с древа познания добра и зла, смертью умрешь. Да? То это как раз о времени говорит. Почему? Потому что под понятием ничто так безвозвратно не умирает и постоянно безвозвратно, да, не умирает, как время. Ну, время все, оно умирает. Ежесекундно. Ежесекундно, каждый миг он время и есть то, что постоянно умирает. Поэтому в этом смысле между словом как бы время и смерть можно поставить знак равенства. Теперь представьте себе, о чем бы мы в этой жизни не подумали, о чем бы мы не заговорили, в той или иной степени это будет касаться жизни и смерти. Тогда мы можем одинаково продолжить мысль. Это касается жизни, это вечность, а время — это смерть. То есть вечность и время — это и есть вопрос жизни и смерти. Но жизнь же тоже кончается же. Нет. Вот кончается именно время. Отпущенное вот, человеку в теле, отпущенное время на земле, оно заканчивается, а жизнь не заканчивается. Поэтому человек... То есть она в другой форме продолжается, да, или как? Жизнь не прекращается. Я хочу сказать, чтобы вот вы понимали, да, о чем. Когда мы говорим понятие слова «жизнь», мы подразумеваем, сразу должны ассоциативно представить, что речь идет о вечности. И речь идет о чем? О сознании. Ибо если взять, вот представить, а что такое все? И одновременно сказать, что ничто. Это есть вселенское сознание. Вселенское сознание и разум. Так вот это вселенское сознание, оно существует вечность. А по подобию, мы это Богом называем. А поскольку человек по подобию сотворен, то он как начало сотворен в форме чего? Сознания. В библейской символике духом называется. Да? То есть то, что есть дух, есть сознание. В силу того, что мы не способны сразу его понять, охватить объемно, да, то мы говорим, это подсознание, потому что неизведанная сфера все. И тогда что, в связи с чем возникает время? Вот время возникает в связи с тем, что мы называем внутри себя умом. Вот представить себе, да, ум, допустим, если соизмерить вот, со звездным небом, это звезда. Ум — это то, что движется в пространстве сознания, как звезда. Все движется, понимаете? И вот это движение, да, оно есть движение ума нашего, а ум, имя нашего ума — «я». Мы называем, вот 7 миллиардов человек, и каждый себя называет «я». Соответственно, он себя называет «я» вследствие деятельности ума. Но ум имеет двойственную природу, да, вот почему добро и зло, да, вот это древо познания добра и зла. И вот как раз вот эта двойственная природа нашего ума, она и создает вот эффект вот этого времени. Всему получается, что если изначально, вот возьмем первый стих Библии, да, сказано, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог, что свет хороший, отделил Бог свет от тьмы. И назвал свет днем, а тьму ночью. И было утро, и было вечер, день первый. Вот как бы человек читает, да, но мы, кстати, я могу сказать так, вся проблема вот в религиозном расколе заключается в том, с позиции чего мы смотрим. Если мы читаем священное писание, как и эпосы, с точки зрения времени, то наш ум работает вообще в другом алгоритме. Мы начинаем рассуждать в исторических категориях. Мы понимаем, что Адама когда-то Бог создал, потом жил кто-то в последовательности, потому что у нас концепция последовательного времени. То есть прошлое, настоящее, будущее. И исходя из этого понимания мы видим Писание символически левой стороной, левым глазом. А вечность не подчинена времени. Время подчинено вечности, а вечность не подчинена времени. И вот когда мы это же Писание читаем с точки зрения вечности, для нас оно открывается совершенно в других понятиях и категориях. Поэтому можно сказать так, что существует язык времени и существует язык вечности. Одни и те же слова Священного Писания, будь то Библия, будь то Коран, будь то эпос Манас, будь то Махабхарата, да, на языке времени оно будет означать, как правило, это суждение в плотских категориях. Мы себе представляем таких же живых людей, что они в каких-то события вовлечены, они что-то делают, да, но это не главный смысл Корана, Священного Писания. Это все из Священного Писания, да. Важно другое, что предполагает написанное в категориях времени в истолковании на языке вечности. И вот тогда мы понимаем, что там говорится не о событиях, а о постоянно повторяющихся процессах. И вот человек Адам, как начальное состояние, как первородное состояние, по подобию Бога, Бог воспроизводит себя, как бы, и получается, вот каждый человек на земле, он в своем начале, Адам, на самом деле, пребывая в крайней точке, то есть в теле, человек называет себя «я». И весь путь его познания – это всего лишь путь обратный от момента его крайнего состояния сейчас в начало, путь в начало. До рождения, да? В день сотворения. И вот этот путь он пытается познать. Теперь давайте рассмотрим с точки зрения сознания, да, я хотел бы так сказать, да, оно имеет, оно в форме то же, что и энергия. Вот примерно, чтобы ассоциативно понимали. А она может сжиматься и разжиматься. Так вот, первая форма сжатия сознания, но еще не вещественное, она минимально сжатое сознание означает самосознание. То, что человек называет душой внутри себя. Но еще тела нету. Есть сознание, есть его уже сжатое первичное состояние в материи. Именно в материи оно сжимается, приобретает определенное. Это душа называется, самосознание. А дальше последняя форма. То есть наше тело является максимально сжатое сознание. Наше тело разумное, каждая клетка обладает сознанием и разумом. Поэтому в телесной форме мы становимся максимально сжатым сознанием. Поэтому можно сказать, что наше тело есть. И когда мы говорим телесное самосознание, это то же самое, что и ум, то же самое, что и я. И вот это крайняя плоть, крайнее состояние сознания. Потом, в силу того, что происходит постоянный процесс сжатия и разжатия, то вот представьте себе, идет сжатие, человек родился на этой земле. Но он пришел же в это, в пространство, то, что мы называем время, он же пришел из безвремени. Мы это пустотой называем. Пустоты не может существовать. Все есть Бог, понимаете? И человек пришел из этой символической пустоты. Человек называет пустотой то, что он не может увидеть. И разжимаясь, когда оставляет тело, он возвращается в что? В минимально сжатое сознание. Потом возвращается в что? В единение. То есть он воссоединяется с началом, с Творцом. Потом идет обратный процесс. Опять состояние Адама и дальше телесное сознание. Но что важно очень, ни один жизненный опыт, вот мы сейчас живем, я Мусабаев, вы там, допустим, кто-то Иванов, Петров, Сидоров, да, вот, жизненный опыт, он сохраняется. Это как компьютерная база данных, она полностью сохраняется. И именно с точки зрения вот этих всех переживаний. Вот, Мурат, судьба, да, каждого человека, она предопределенная же судьба, вот она как вписывается в это время и вечность? Как она вписывается? Вот вы знаете... Вот один человек там стал министром, там, другой стал священнослужителем,
третий там Вся- торгашом, четвертый там. Вся наша беда это в том, что судьбы-то разные, человек, да. который, как я говорю, символически мы условимся так, левым глазом смотрит и судит с позиции времени, он никогда не может превзойти границы собственного рождения и смерти. И вот он о жизни может судить только в границах рождения и смерти. Если даже исторически о ком-то говорит, он будет даты рождения смотреть. Когда родился, в каком веке, когда крестился, кем был. Все. И вот эта ограниченность, она именно ограничена вот этими рамками времени, рамками телесного сознания, рамками телесного ума, то, что мы называем «я». И тогда восприятие ограничено. Теперь ведь самый, если взять конфликт внутри человека, который идет в начало, постигает, у него должен на определенном этапе возникнуть конфликт. Он в принципе возникает везде. У него возникает такой конфликт. Ну как же так? Если Вселенная существует по закону Бога, и Бог не бывает несправедливым, то есть вселенская справедливость творится. Как же так? Мир, который я вижу, он абсолютно несправедлив. Как же одновременно могут существовать справедливость Божья и несправедливость человеческая? Как это соизмеряется? И вот человек всегда, спрашивая даже, за что мне это, Господи? Почему это случилось? Вот почему у этого, вот то, что вы все сказали, почему этот богатый, этот бедный, этот успешный, этот неуспешный, этот властный, этот безвластный, подвластный, там раб какой-то, этот красавец, этот урод. Вы никогда, ни в одни времена, ни 10 тысяч лет назад, ни 100 тысяч лет назад, ни 1000 лет назад, никто не давал ответа на этот вопрос в логических категориях с точки зрения именно времени, закона времени, потому что невозможно. А вот когда вы в контекст правого переходите, вы понимаете, что вот сжатие, да, вот первое, да, первое сжатие, пришел человек и пережил судьбу определенную. Он записал вот то, что мы называем в подсознательной памяти, в глубине. Он здесь в лицо плюнул. Он создает в пространстве Вселенной, мы же как связаны абсолютно все, да? Он создает неправильную, как мы тогда говорили, да, комбинацию цифровую. Он кому-то в лицо плюнул, он оскорбил, он стремился к власти. Он кого-то убил там, он или убил кого-то кого-то, да. ограбил. И вот пока это время его здесь не истекло, он считает себя счастливым. Он думает, вот я властный человек, я вот управляю, люди мне подчиняются, да, а на самом деле я чуть дальше расскажу, что происходит с человеком. Или денег у него много, но он на самом деле здесь записал определенные цифровые комбинации. Потом то, что мы называем умер. На самом деле оставил тело, и дальше опять подходит разжатие энергии. Разжатие сознания. То есть душа не умирает, просто Конечно, не умирает. Тело человеческое. Если да? бы душа умирала, да, или как невозможно можно? было бы воспроизводство на Земле. Теперь дальше вернулось первородное состояние. Вот то, что называется день сотворения, это и есть судный день. И дальше эта программа срабатывает, она работает в алгоритме противоположности. То есть если ты нарушил линию равновесия, вот эту вот грань нулевую нарушил, то ты будешь противоположность. Соответственно, твоя программа, ты приносишь сюда то, что судьба, корни слова суд, да? Значит, пока тебе не плюнут в лицо, пока тебя не пнут, пока тебя не укусят, ты абсолютную противоположность не испытаешь, да, ты не сможешь вот выровнять, понимаете? Ты должен именно созданное зло сам же растворить, понимаете? Поэтому мы сейчас, говоря о каких-то смыслах жизни, все же вот любое возьмите, да, вот там действия правительства, там каких-то структур, мы говорим, мы же смысл жизни человечества пытаемся уложить в параметры времени. Вот мы вас счастливыми сделаем, вот мы вас сделаем здоровыми, мы вам срок средней продолжительность жизни увеличим, мы вас сделаем такими. Но тогда получается, что это входит в противоречие с чем? С законом вечности. Смогут ли они это сделать? Поэтому об этом-то говорят уже тысячи лет. Все правители, мы сделаем так и это все. А ничего не меняется, и все возвращается на круги своя. Почему? Потому что мера зла, которую мы создали прошлым посевом, да, она не исчерпана. И вот всему начало является что? Вот само понимание этой идеи, о чем мы с вами говорим, оно является началом. Ибо если мы только хотя бы начнем думать в этом направлении, в верном направлении, мы начнем исправляться. А в противном случае мы все время будем возвращаться на круги своя. И у нас так и получается. Человек, который, вот, например, допустим, элементарно взять, я вам сравнение, да, вот возьму. Вот человек, допустим, вот сидит в нормальном состоянии, вот, скажем, обычно нормально, он пошел там в гости, выпил там 150 грамм, потом 200,
И у него психическое состояние изменилось. Он начинает петь, веселить, танцевать. Да, начинает. Утром он возвращается в это состояние. Кто-то, представьте себе, да, найдя в этом удовольствие, он начинает повторять: завтра выпил, послезавтра и дальше. Постоянно он ищет того психического состояния, в котором он получил приятные впечатления. А на самом деле он мучается, он страдает, деградирует. Почему? Потому что он не возвращает. Вот то же самое происходит. Вот если сравнить, да, вот человек приходит во власть, вот представьте, это вино, но это не видное вино, это внутреннее, духовное. Он пришел и как будто выпил чего-то. И вдруг его секретарь встречает: здравствуйте. Она его уже не по имени там Вася или Коля называет, она его Василий Иванович или там Иван Михайлович, там, заходите, там все, вам кофе или чай. Она говорит: вот там к вам на прием люди сидят. Он думает: елки, как это так? Вот люди сидят и от меня зависят. Человек подходит: подпишите, пожалуйста, документы, Иван Иванович. Иван Иванович сидит, он же вина выпил. Он говорит: слушай, твоя жизнь зависит от моей подписи. И вот тогда начинается конкуренция «я». Вот говоря о коррупции даже элементарно, да? Значит, кто такой ты, это он не говорит, но внутри происходит, да, эго. Кто такой ты и кто такой я? Ты понимаешь, что ты сейчас зависишь от моей подписи. И вот чтобы хотя бы приблизиться ко мне, к моему «я», что ты можешь дать как бы взамен? И тот потихонечку там: нате, чай попейте, там, вот вам $1000, вот вам 2. Да. Он примерно сравнялся. Человек привыкает просто. Конечно. Да? И вот эта эйфория, он это вина выпил на самом деле. Один мой знакомый, тоже бывший чиновник, он рассказывал, какие-то проблемы решал, и люди к нему ходили там с поклоном, с конвертами, с пакетами. Да. И он потом рассказывает, говорит, когда человек приходит, говорит, с пакетом, я уже начинаю думать, говорит, не о его проблеме, а что в пакете. Да. Да. И до того, говорит, оказывается, человек привыкает, говорит, к этому. А после того, как меня сняли, говорит, с этой работы, говорит, люди приходят с пакетом, я все время думаю: а мне ли принес? Понимаете, вот это привыкание, вот оно и как раз и составляет, вот, меняет человеческую суть, да? Сущность. Сущность меняет. И это как раз вот здесь преобладает эго человеческое. Вот так получается. Что происходит? Вот смотрите, потом вдруг, допустим, его снимают с этой должности, его теперь секретарь не встречает, она ему кофе не предлагает с чаем, да? Она не говорит, что там в приемной люди сидят. А это тот же алкоголизм, только в другой, завуалированной форме. Но он хочет этого. Где? Он сидит внутри, да? Он как бы молчит, но внутри война происходит, его «я» говорит. Где те клиенты, которые меня в приемной ожидают? Где это секретарь в короткой юбке, приятная на вид и вожделенная, да? Где все это? И тогда он, если алкоголик что делает? Он бежит по 3 сома, снимает, да? У людей просит: брат, дай, умираю, пойми правильно, подлечиться, идет, покупает бутылку вина. Эти что делают? Они собираются где-то в оппозиционные силы, да, это внесистемная позиция, и под разными самыми благовидными предлогами, что конечная цель – выпить, то есть вернуться в то состояние, во власть, вернуться во власть, получить те привилегии и те самые удовольствия получать до конца. Но так только на самом деле с духовной точки зрения, с точки зрения как бы тебе Бог дал урок, тебе было предопределено находиться, скажем, в структуре власти, допустим, 5 лет, да? И вот ты через 5 лет ушел, да? И вот теперь ты сиди и думай, как ваш друг, который признается и говорит: слушай, говорит, у меня ум сразу обратил внимание на конверт, я уже не об этом думаю, а о том, что лежит в конверте, какой толщины, какого веса, в каком номинале, да, вот об этом. И здесь тоже... И вот развивается коррупция. И вот смотрите, как бороться с коррупцией, да? Так вот, весь вопрос. Это, да, тоже это психические состояния, да? То есть мы в одном состоянии, допустим, пока не выпили, мы в одном психическом состоянии, выпив, мы в другом. Изменение психических состояний. И вот в данном случае, получив власть или получив неожиданно какие-то крупные суммы денег, да, у нас изменяется психическое состояние. Мы находимся все с точки зрения к реальности, вот к нулевой черте, мы с разных разные ракурсы восприятия вот этой объективного существования. И все это происходит во времени. И все это происходит как раз во времени, а время, оно в вечности, да? А время находится в контексте вечности, понимаете, да?
Это не означает, вот этот мир, да, если вы возьмете, он как часы устроен, как часовой механизм. Вот смотрите, движение там, Земля вокруг оси своей вращается по планете, как часы показывают, да? Солнце всходит и восходит, приливы и отливы, даже дыхание. Как... Мурат, давайте поговорим действительно вот о часах, да, вроде бы в сутки 24 часа, а вот последнее время, вот опять время, да, последнее время, даже все уже ощущают, что оно сжалось, да? Вроде бы, я читал в интернете, что 10 лет назад, например, 24 часа, вот, теперешними считают как 36 часов, да? Вот, время оно сжалось, но стрелки-то часов показывают эти же 24 часа. Куда мы идем? Что делается со временем? Она исчезает, она потихоньку исчезнет, то есть времени вообще не станет? Или как это будет? Как будет продолжаться? Как вы думаете? Вот, понимаете? Что об этом в священных книгах, описаниях Я вам сказано? сейчас точно скажу. Вот действительно, на самом деле, вот первоисточник всему Священное Писание, но только на языке вечности растолкованное, на самом деле не меняется ничего. Меняется просто наше психическое восприятие вот этого времени. Времени, да? Да. Я могу, вот если взять с точки зрения макроэкономики... То есть время чаще стало умирать, что ли, или как? Нет, вот смотрите, что происходит. На самом деле, да, вот, скажем, человек лежит в больнице, для него время начинает медленно течь. Его посадить в тюрьму, так вообще как будто остановилось. Оно очень медленно в тюрьме идет. В то же время, в это же самое сейчас время, кто-то сидит в тюрьме, для него медленнее время идет. Восприятие медленнее. Кто-то лежит в больнице, тоже медленно. А кто-то сейчас в гуще событий лег спать 1 сентября 2017 года, пока утром вроде проснулся, уже 2 сентября 2018 года, он не заметил, как год пролетел. Все зависит от интенсивности вот этих событий, которые мы в единицу времени наполняем. Чем их больше, тем, получается, ускоряется восприятие, то есть сжимается сознание. Чем больше оно сжимается, мы становимся телесными людьми. Если взять с другой стороны, а что вот подгоняет? То есть она сжимается в нас самих, да? Наша психология, да. психология каждого человека. Это абсолютно психический процесс. Вот кто-то, допустим, оставил этот мир, говорит, надоело мне эта суета, уходит в монастырь. Он постепенно возвращается к тому течению времени, когда оно к естественному восприятию происходит. Теперь, если взять, да, вот элементарно, вот все священные писания против чего? Против процентов, лихвы. Понимаете? Это та вещь, которая будет постоянно, во-первых, вражду, конкуренцию в обществах человеческих, между обществами создавать. А второе, будет постоянно требовать экономического роста. Потому что мы будем стремиться, вот мы будем говорить, это ВВП там, на душу населения, нас будет постоянно зомбировать вся внешняя информация. Делай больше, быстрее, производительность труда, давай быстрее, вот купить туда-сюда, приди к нам, получи. Они до того ускоряют восприятие времени, просто уже как на разрыв происходит. То есть, получается, мы сами ускоряем его, да? Каждый человек на своем месте сам ускоряет. Вот. А когда человек уже изолирован от общества, у него, суета. То есть у него время уже не течет, да, как бы? Вот это восприятие как раз от степени суеты зависит. Чем больше ты суетишься. Вот я не знал, как это назвать. Я взял вот экономику и примерно разделил на две части. Есть вещи, которые действительно мне нужны. Например, какое-то количество еды съесть, какое-то количество одежды, какое-то количество там, тепла, там, энергии потребить. Что-то есть, да? А есть, ну вот, к примеру, да, я живу в огромном доме, я включил везде там свет, там у меня отопление, а я один по всему дому, да? Получается, есть экономика реальных потребностей, да, которая действительно мне, как на единицу души, нужна. И есть экономика желаний. Ну вот если взять, вот просто разделить одно и то же, экономика реальных потребностей и экономика желаний. То есть эгоистичная часть экономики есть, да, которая меня заставляет иметь жилплощадь 1000 квадратных метров или 400, да, зачем мне 60 или 100, допустим. 400, пусть везде свет горит, пусть все. И начинается вот это безудержное потребление. Меня не устраивает один костюм, мне надо один в неделю костюм или в месяц. Да. И вот эта экономика эгоистическая, которую, кстати, нам навязывают. И самое интересное, что когда
гражданам, ну, как правило, это политическая система, да, как система управления обществом, она предлагает, да, и говорит, нет, мы вам то создадим. Сначала надо фундаментальные вещи понять, прежде чем говорить о вопросах там, экономических, политического управления, там, социальных каких-то аспектов, понимаете? Нужно понять фундаментальные вещи. Ведь если вот изначально, скажем так, да, вот, вначале Бог сотворил небо и землю. Что означает сотворил? Сотворил это, скажем так, как абсолют, как Бог, да, он представил, вообразил. Так вот и каждый человек, прежде чем что-то сделать, даже вот это, он сначала имеет представление. В представлениях, что я хочу сделать, да, вообразил. Потом каждое мое представление, да, вот процесс творения, да, я этому придаю какую-то форму, какой-то внешний вид, какие-то качественные характеристики. Потом обязательно должен вложить какой-то смысл, для чего это нужно. Да. Потом вкладываю какой-то промежуток времени, срок годности, сколько оно может быть. И потом я это воплощаю и людям предлагаю, вот купите салфетку, понимаете? Но вначале я что сделал? Я ее сотворил. То есть вначале кому-то пришло в голову, он представил, вообразил, и так любое, тетрадь или ручку шить, все сначала возникает в человеческом воображении, в представлениях человеческих. Прежде чем эта вещь, которую мы в сознании мы сотворили, а потом мы что сделали из своего сознания? Мы его сжимали, и вот максимально сжатое сознание, максимально сжатое сознание того, что я представил, воплотилось у меня в форме салфетки. Или в форме, допустим, вот этой тетради, да, или костюма. Понимаете, я о чем говорю, когда говорю о максимально сжатом состоянии. То есть получается, что, если сказать так, вот в пространстве, которое мы обозреваем, этого не существовало. Но оно существовало где? То, что мы называем пустотой. То есть знание как таковое, оно существует вечно. Вопрос, момент, когда мы начинаем соприкасаться. Вот, скажем, любой закон открытия человечества, оно же объективно существует в вечности, то есть оно всегда существует. Но во времени мы подошли в определенный момент, да, к этому, и теперь что сделали? Мы себе представили, что можно сделать, начинаем там какие-то делать манипуляции, и по идее из пустоты возникают какие-то предметы. Из ничего делается что-то, да? Да, из ничего. На самом деле, вот, допустим, скажем, вот этих тетрадей вообще мир не видел никогда. Вот этих очков, вот он их не видел, да. И это же тоже чудо. Только вопрос в том, в течение времени, да, мы это понимаем, ага, да, нужен процесс производственный, там, цикл, то есть сырье нужно, там, переработка сырья, производственный процесс, продали, потом маркетинг, логистика, туда-сюда, и вот это лежит. А если взять изначально, с точки зрения сознания, да, идет то, что я представил в голове, идет на самом деле вот это сжатие. То есть сначала создается идея, а потом да, уже конечно. оно развивается. В конечном итоге я говорю, люди, смотрите, я тетрадь сделал, вы ее никогда в жизни не видели. Или я сделал вот этот футляр от очков. Да. И на самом деле я могу сказать, имею право сказать, что этого не существовало в пространстве. А в пустоте она существовала. Так вот это бездна, что такое бездна? Бездна имеется в виду пустота, это то, когда мы говорим о бездне, это то, что не имеет расстояния. А если не имеет расстояния, оно не может быть измерено длиной, шириной, высотой. Да? И с точки зрения времени осознанно. Да? То есть на самом деле, вот когда человек долго-долго из жизни в жизнь на духовном пути, да, вот если взять о смысле жизни, он один раз придет к выводу и скажет, суть, истина в чем? Пустоты не существует. Пустота и есть эта бездна, в которой отсутствует, это и есть вечность, во-первых, отсутствие расстояний, отсутствие начала, конца, всего. И каждый человек есть, как и все существующее, но из всех форм жизни наиболее сознательным, который имеет возможность постигать, является как венец творения, человек. Ага, это вот, уже высшая форма Мурат, творения Бога. Мы не раз в наших передачах разговаривали о смысле жизни, да? Вот в контексте вот времени и вечности, вот, да? Человек, вот душа вот приходит в этот мир, он рождается, он живет, там творит, что-то делает, там потом умирает, возвращается обратно, вот круг происходит. А смысл-то в чем? Смысл, как объяснить? Вот
в последнее время очень много участились суициды среди молодежи. Почему это происходит? Вот какие-то там синий кит там и так далее, которые секты какие-то направляют через интернет, там воздействуют на психику молодежи там и так далее и приводят к суициду этих молодых людей, да? А смысл-то жизни вот на этой земле, вот каждый раз перерождаясь, в чем она заключается? Вот объясните это. Я хотел бы вам сказать, знаете, все, я ничего не могу умного, скажем, добавить или прибавить, все уже существует. Элементарно, да, смысл жизни заключается в том, что мы постоянно своей жизнью что делаем? Программируем себе будущее. Своими намерениями. А для чего действиями. это нужно? Вот смотрите, что происходит. Происходит такой момент. Вот обычно, вот я как-то приводил пример, сказка Пушкина о рыбаке и рыбке. Вот живет человек, допустим, да, и всю жизнь говорит себе, вот ну надо же, ну имею каждый день деньги, но у меня они вот не скапливаются, как разбитая корыта, что не соберу и все утечет, и никогда запаса нету, даже на один день вперед. Вот на сегодня налил, вот оно утекло и все. И вот он живет, и как бы его ум постоянно работает в алгоритме, это как молитва. Вот все равно, что это программирование. Вот мне нужно целая корыта, вот эта корыта треснутая, да, он себе программирует, символически говорю. Приходит второй раз, да, ну ты как бы программировал себе корыто. Как ты будешь себя вести теперь, вот когда у тебя корыто целое? И вот у тебя вода не утекает, у тебя уже какой-то запас создается. Да? Казалось бы, это продолжение той программы, это пара той программы, поэтому каждой твари по паре. Или, как сказано, в парах растения извел. Да? Вот оно, пара этому соответствует. Да? И вот дальше он получает это и говорит, а что толку в этом корыте? Ну вот как по сказке, это это язык вечности, это так и происходит, да, на языке вечности. А что толку в этом корыте? Вот изба бы, а это корыто, проку-то это. И хорошо, вся проблема, всю жизнь, да, вот мне нужно еще такой доход, чтобы у меня было то-то, да. В следующий раз, допустим, запрограммировал, он получает это. Как бы Вселенная отвечает ему, ты это программировал, ты сказал, что вот это. А получается-то, если бы он с точки зрения вечности вкладывал смысл, он бы тогда сказал, вот изба, корыто, нормально, больше не надо. Но он-то начинает судить, вкладывает смыслы с точки зрения времени, а когда он попал сюда, он вечность забывает о ней, он смотрит в другую сторону, и он быстрее, здесь и сейчас, вошел в реку Пей, схватить, урвать от жизни побольше, он смотрит, что у кого-то там, допустим, стоит терем, да, хором. Он говорит, а мне, пожалуйста, вот к этой избе, вот еще сауну, парикмахерскую и станцию техобслуживания. Все, вот, нормально, да. И вот он сидит и всю жизнь, даже у него нету всю жизнь, да, но он всю жизнь мечтает. Мечтает, значит, молится, по сути дела. Вот сауна, станция техобслуживания, парикмахерская, сауна. И у него где бы ни, в маршрутке едет, там на станке, да, вот сейчас бы я не сидел здесь, не корячился, не стучал бы там это, в сапожной будке, да, а вот была бы у меня туда-сюда, запрограммировал, приходит, получает сауну, и вот, соответственно, а потом говорит, да что толку эта сауна? Я же не аким района, я не депутат там областной думы или там Джорку Кенеша, там вот там это другой, вот тогда разговор другой. Есть такой интересный анекдот, вот, один новый кыргыз там на 600-м Мерседесе останавливается перед светофором, ну, затемненные окна, кто-то стучится в окно, ну, открывает, там запорожец стоит, там тоже затемненные окна, спрашивает, говорит, мужик, говорит, есть у тебя бумага от факса? Он говорит, нету. Ну, он приезжает в офис, там всех собирает. Слушайте, там какой-то самый наш запорожец, у него факс есть, а у меня нету. Давайте поставьте факс в машину. Ну, ставит факс. Он целый день ищет этот запорожец, находит, стучится, там стоит, там стучится, не открывает. Стучится, долго стучался. Там опускается стекло. Он говорит, что, мужик, ты спрашивал это факс бумаги? Он говорит, стоило из этого меня из ванны вытаскивать. Здесь, видите, опять тот приезжает и говорит, слушай, говорит, у него там ванна в этом запорожце. Это тоже продолжение той же сказки Пушкина, вот получается. Смотрите, к чему дальше стремиться? Это человеческое «я», выраженное старухой.
То есть это говорит о том, что этих «я» у нас столько, поэтому выражено в символике. И старик — это как душа наша, да, это менее сжатое состояние сознания, ну, которое исполняет это, оно исполняет вот эти заявки. Он же идет к рыбке, это к духу, первородному состоянию. Там это программируется, отсюда приходит сюда. В конечном итоге, как, она что говорит? Она уже становится, ну, в наших символиках, президентом страны или там олигархом, там, председателем транснациональной корпорации, президентом. Дальше он говорит: хочу быть владычицей морской. Что это означает? Море символизирует сознание. Да? Так вот, хочу властвовать над сознанием человечества, манипулировать этим сознанием. И чтобы тот, который является этим сознанием, то есть золотая рыбка, был бы у меня на посылках. Что сегодня в мире происходит? Борьба на самом деле убрать все через деньги ли, через власть ли, через какие угодно манипуляции, через что-то влиять, управлять человеческим сознанием. Символически быть владычицей морской. Поэтому Иисус Христос идет по воде, крещение происходит в воде, переход воды. То есть везде вода, вода, вода. Правильно же, да? Вот. Вначале Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидная и пуста, помните, да? А во второй день что сказано, да? И отделил Бог воду от воды. То есть духовный мир и материальный. Материальный мир был надвое разделен, и в середине именно духовную границу, небо, он же небо и землю, он поставил. И стала вода, которая над небом, и вода под небом. Это как раз менее разреженное состояние сознания, оно одновременно в нас находится. Помните, я говорил, ковчег Бога, да? И здесь менее разреженное предфизическое состояние и четвертое физическое состояние вот этого тела. Да, все это хорошо. А вот смысл-то, вот в чем оно заключается все-таки? Вот. В том ли, что вот человек какой-то определенной цели достиг, он дальше идет, дальше, да? Больше, вот. А потом опять оказывается возле вот разбитой опять же, корыта. если я сейчас от себя что-то скажу, я ошибусь. Вот обычно из Евангелия, да, Иисус сказал: познайте истину, и она сделает вас свободными. Ибо совершающий грех становится рабом этого греха. Что означает познать истину? Да? Вот истина и есть вечность. И есть свое первоначальное начало, да? Свободу от наших вот этого, от нашего эгоизма, свободу от нашего. Вот почему Бог Авраама назвал другом? Почему в исламе вообще везде сказано, что он назвал Ибрагима другом, да? И кто не последует вере Ибрагима, тот безумен. Тот вообще не является мусульманином. Он его называет первым имамом и ханифом. А теперь мы в Таурат обращаемся, да? Сказано, Бог говорит Аврааму: принеси в жертву сына Исаака. И вот как бы он, ну, с точки зрения, давайте вот сейчас времени, да, это соответственно в плотских категориях. Берет человек сына, садит на ослика, везет на гору, складывает жертвенник, кладет сына, связывает, берет нож, заносит нож. Вот это вот с точки зрения событийного. Теперь переходим с правой стороны, с языка вечности. Если мы говорим «я и мой сын», то есть Исаак, да? Вопрос-то не в сыне убить, а вот это мой, вот это связующее звено. Не то, что раб Божий и раб Божий, между нами Бог. Нет, я и мой сын, моя жена, моя квартира, моя машина, моя должность, мой, мое, мне, меня. Вот это вот эго наше, именно связующее эго наше, да? И как он его назвал? Агнец. Запутавшийся в кустах терна. Жизнь наша — это как терн, все события. И вот он говорит: замени не сына, агнца возьми. Вот это свою привязанность к объектам чувств. Мое, мне, меня. Вот это убей свое, вот эта привязанность, мое, мне, меня. И тогда из терна достают вот этого. Понимаете? И он его приносит. Сын остается в порядке, как творение Божие. Ты остаешься в порядке. А твоя привязанность вот к этому всему, вот это надо убить. Вот это и есть достижение свободы. Тогда То ты есть смысл жизни в этом должно заключаться. Конечно. Тогда ты начинаешь понимать, что тебе нет смысла сразу 15 мант в рот положить. Тебе нет смысла там в квартире 450 квадратных метров. Почему? А потому что вот если вот сейчас, я вам просто пример приведу. Вот давайте всем сейчас раздадим $1 миллион, дадим одинаковые дома, одинаковые машины, да, и люди перестанут быть счастливыми. Почему? Потому что они живут
воспринимают реальность в категориях времени, следовательно, с категории «я» своего, а я бывает счастливым только, когда оно превосходит кого-то. Когда скажет, у меня есть шуба, а у них ни у кого нету. У меня дом трехэтажных, а у них у всех одноэтажный. И вот тогда я, как демоническое наше начало, испытывает наслаждение от того, что я езжу на такой машине, а они на запорожцев. А хуже того, по остановкам стоят. Вот они, бешара. А я вот как царица еду в шубе, меня пригласили на прием, меня сейчас будут люди встречать, преклоняться, снимать пальто, официант будет стоять, наливать мне, а я буду капризничать. И вот от этого вот такое ложное впечатление счастья. Да? Но это как раз то вино. На следующий день хочется, приходит, все есть. Завтра мужу концерт. Как так? У тех есть квартира в Испании или там в Великобритании, а у нас-то нет. Значит, она круче, чем и ее я круче, чем мое я, что ли? Так что ли? И она начинает мужу проедать плешь. Она же недовольна тем, что у нее есть сегодня здесь ресторан, магазин, там мол какой-нибудь, там, я не знаю, все есть. Но она уже теперь несчастна. Это предмет ее страданий. Она будет страдать, потому что у нее есть, а у меня нету. Вот дай. И он начинает тогда бегать, прыгать. Получается, у человека, значит, ложная цель развивается. Конечно, ложная цель. То есть истинная цель должна была... себе, да, теперь возвращаем их на круги своя, как в пушкинской сказке. В один прекрасный день эта форма максимально сжатого сознания тела заканчивается, ну просто оставляется. Разряженное выходит сюда. Ничего с собой взять невозможно, даже вот эту самую легкую салфетку невозможно взять. Ты выходишь в состояние, вот воду от воды, ты сначала в предфизическое состояние выходишь, которое очень близко к этому, потом выходишь в то состояние, да, и дальше начинается объективная реальность. Работает как, ну, как символически, как компьютер, ну, вселенский работает. И дальше так, дорогая, шуба у тебя была, все была. Все, это именно вот эти флюиды психических состояний. А дальше начинается программа. Нет, дорогая, слишком красивая была, ноги тебе кривые, рост тебе маленький, чтобы ты выглядела как какое-то пугало огородное, родилась где-нибудь в Зимбабве, и чтобы муж тебя хлестал плеткой, ну вот я не знаю, чтобы ты там куска белого хлеба не видела. И сколько ты съела? Там же программа работает. Так, ты в день тратила за то, что, допустим, на 100 дней. На 3 жизни, да? Да, да. И тогда надо 100 раз во Вселенной надо вернуть равновесие, восстановить. Следовательно, око за око, зуб за зуб – это не закон человеческий, это закон Вселенной, закон Божий, который воздает. И именно в этом заключается одновременное присутствие справедливости Божией и несправедливости этого мира, потому что мы, приходя сюда, говорим, а вон она в Зимбабве там мучается, как это, вот она такая маленькая, она страшная, там ее муж бьет постоянно, там, то есть, а Бог говорит, не-не-не, подождите, это вы с точки зрения времени судите, с точки зрения я, а с точки зрения вечности, она была женой председателя комитета Джококу-Кенеши Киргизской республики. Она ездила на машинах, у нее был ресторан, все, и даже была вилла в Великобритании. Можете себе представить, сказать, а как вы теперь хотите? Нет, вы интересны, вы хотите справедливости от меня и одновременно хотите справедливости я вашего, да? Вот как раз мое, мне, меня. Он говорит, нет, подождите, пока вы не обратитесь в веру Ибрагима, пока вы вот это мой, мое, мне, моя вилла, моя, все мое это исчезнет, оно в жертву принесет, все, уйдет туда, вы вернетесь. И теперь, когда мы смотрим на существующее в горизонте, вот как раз я вам говорил, символ креста, вот это реальность времени, вот это реальность вечности. Соединение горизонтальных и вертикальных причинно-следственных связей. И к ним как раз Адам, как вот символизированный Христом, Иисусом, да, он как бы распят на кресте пересечения вечности и времени. Горизонтальных и вертикальных причинно-следственных связей. Вы поняли, да? И вот смысл заключается в том, мне такой вопрос задавали даже люди, вот, ну, скажем так, вот он миллиардер, он мне задал вопрос, он говорит, слушай,
У меня такое впечатление, ну вот все у меня есть, вот я все имею, говорит. Но несчастлив, да? А нет, он мне говорит, Счастья да, нет, или вот как? какую-то вот остроту потерял, да, и самое главное, ты меня раздел как будто догола, у меня такое впечатление, что я дурак. Я говорю, нет, ты не дурак, хотя бы потому, что ты уже задумался об этом. Ты спросил, вот начало познания чего-то, это очень главное, это то семя, пустое ли семя ты посадишь, или не то семя посадишь. Так вот, весь вопрос, насколько ты свободен от того, что ты имеешь. Вот, опять же, сейчас я вам приведу одну притчу, я ее приводил, да. Одни люди, вот как раз вот самые, скажем, вот искатели, которые богоискатели, вот они уже ну, высшей категории, да, они идут по свету от монастыря к монастырю, вот они ищут того, кто бы им до конца открыл глаза. И вот им говорят, там на Тибете живет в одной пещере человек, который 40 лет уже не выходит из пещеры. И они, значит, отправились там пешком на самолетах перекладными, и они поднялись к нему. Они говорят, объясни нам вот самую главную суть. Вот самый главный смысл этой жизни. Это как раз то, что вы задали вопрос. И он говорит, вы хотите узнать самую главную суть? Он говорит, я боюсь, я вам не отвечу на этот вопрос. Вы спуститесь в город, вот, мимо которого вы прошли, там самый в середине большой замок стоит. Вы зайдите к Радже, у него спросите, говорит. Они говорят, кто такой Раджа, который, говорит, из золотой посуды ест, из серебряных кубков пьет, у которого, говорит, кровать из слоновой кости, говорит. Он, что ли, может, говорит? Он говорит, глупые вы. Я, говорит, боюсь находиться там, потому что если я буду там, я буду привязан к этому, я сердцем прикреплю к этому. А он, говорит, имея это все, он свободен от этого. И даже если в один миг все улетит, он даже у него не колыхнется в сознании ничего. То есть он это не привязывает к слову «моё». Он просто есть я и есть это. Ну, в Библии и в Коране есть этот пророк Аюб, когда у него все забрали, вот он сказал, Бог дал, Бог забрал. Да? То есть у него не было привязанности. И точно такой же этот Раджа, да? Да. Который вроде бы имеет, но в то же время как раз он вы к ним, не Аюб, привязан. да, это же вот, в русскоязычной среде, для русской, это Иов, книга Иов, Иова, да. Вот книга Иова, вы посмотрите, да, это же в принципе идет речь о каждом человеке. То есть, если вы не находите этого Иова внутри себя, который борется, которому жена символическая Иова, это я его. А Иов сам как бы душа, да, и вот в конце, когда уже вот как бы душа испытывается, да откажись ты от Бога, да, и вот ты получишь все, и он в конечном, это я, говорит, да прекрати ты там молиться, ходить, что толку там в этой там, вот в твоей там поисках духовных, давай вот сейчас думать. А о чем говорит? Давай жить с точки зрения времени. Почему? Потому что, говорит, это реальность. Это единственная реальность, говорит, вот сейчас купить, продать, одеть, обуть, туда-сюда. Это единственная реальность. И иногда очень многие, стоящие на духовном пути, он разворачивается и говорит, ну это реальность, мы же живем во времени, один раз живем, да, а потом в рай или ад это неизвестно. Какой тебе рай или ад? Рай и ад, если есть сознание, оно по подобию Бога, оно все в себя заключает, в том числе то, что ты называешь раем, как состояние высших уровней сознания, покоя. Даже имея огромное богатство, как этот Раджа, ты спокоен относительно его, есть оно у тебя или нет. Или смятение бесконечное, да? А иногда человек страдает в этой жизни так, это как раз когда вот это я, его по закону Божьего, око за око, его спускают в те сферы сознания, где огонь горит, это и есть ад. И он при жизни здесь испытывает такие мучения, что он думает, я убегу, а я умру в конце концов. Вот как раз вот эти халдеи, от слова хал, да, колдун, меченый, которые управляют этим миром, они знают, что это же долг, но это долг перед Богом. Вот как в Библии сказано, ты будешь идти среди народов и давать им займы. А они не будут давать им в долг, а они не будут у тебя брать долг. Это о чем говорит? Здесь как раз говорилось в первоначальном смысле о знании. Ты можешь идти, да, и брать взаймы. Вот мы живем реально, взаймы берем президентскую должность, взаймы берем депутатскую должность, взаймы берем 4-этажный дом, взаймы берем виллу, да, это же мир. И я в этом мире могу что угодно брать взаймы. 4 жены, костюмы, я беру взаймы. Но это долг. А как сказано, да,
Вы не выйдете из этой темницы, пока не выплатите все до последнего кадранта. Или, как сказано, все, пока не придет небо и земля, то есть сжатие и разжатие сознания, все исполнится из закона. Из какого закона? Из закона Тора. Око за око, зуб за зуб. Все до последней черты, все до последней йоты. И вот это как раз вопрос. Ты идешь в мире и все берешь взаймы. Доказательство тому, твое, мое я, глаза закрыли, все, нету твоего я. И все это перешло кому-то, даже иногда в наказание перешло, как испытание твое богатство. Да? А ты отделился и ушел сюда. А теперь что? Ты будешь возвращать долги. И они знали, они извратили это изначальное знание, и они сказали: слушай, человеческим сознанием, нашим сознанием, ничто так не управляет, как долг и чувство вины. И вот мы, попадая в жизни, вот в событиях жизни, мы попадаем в какие-то переплетения, там нам ногу отрезало, там нас пытают, там нас куска хлеба нету, там нас жены бросают, ну, все варианты, да? Что получается? Да получается, мы долги свои отдаем. Почему? Потому что на плечах вина. И вот они сказали, когда их посвятили в глубину с точки зрения вечности, посвятили тайну человеческого сознания и тайну человеческого ума. И они сказали: слушай, ведь на самом деле ничто так не влияет и не подавляет человеческую волю, именно волю я человеческого, как чувство вины и чувство долга. И вот тогда они подкрадывались, каким образом начать управлять человеческим сознанием, манипулировать им. И вот тогда они изобрели процент. То есть деньги, они существовали в той или иной виде, хоть в виде альчиков, неважно, как идея и доверие. Деньги — это идея и доверие. Им хоть что применяй, хоть биткоины, хоть неважно, фантики применяй, да, существовали. И вот тогда возникает вопрос. Я одному человеку такой вопрос задал. Я говорю: представь себе, что мы настолько святые, мы не используем деньги. Мы настолько святые, что мы не обманываем друг друга. Вот я прошел, допустим, в маршрутке проехал, я вам должен 10 сом, у него отложилось. Мы здесь берем все то же самое, летим на самолете, все, но мы не используем денег, мы просто говорим, все это отражается и все это идет. Когда эта система сломается? Когда первый из нас обманет. Вот как только первый обманет, она как по принципу домино. Вы знаете, вот как-то мне посчастливилось разговаривать с академиком нашим Мирахимовым, Мирсаид Мирахимович, и он рассказывал, когда-то давно, говорит, да, еще в советское время, когда он был молодым, на базаре мясо покупал. И в один день он, оказывается, пришел без кошелька, просто забыл. Пришел, там отрезали ему кусок мяса, взвесили, и он говорит: извините, говорит, я кошелек забыл там. Он говорит: да берите, берите, я вас знаю, там, вы занесете. А сейчас, говорит, я, говорит, знаменитый стал, говорит, мне никто, говорит, в долг не даст, понимаете? То есть доверие, говорит, вот это исчезло. И вот как вы правильно сказали, что как только человек, вот, первый кто-то кого-то обманул, уже начинается теряться это доверие там, и так далее. И тем самым вот рушится все вот этот баланс, да, вот который создан Богом. Если каждый человек на земле, я, вы, он, кто угодно, да, это соединение вечности и времени. Это соединение сознания, его формы, второй уровень минимально сжатого сознания и максимально сжатого соединения этих вещей, которые нас не покидают никогда. Да? Вот давайте на этой ноте мы сегодняшнюю передачу завершим. Уважаемые телезрители, сегодня мы с социальным мастером, космофилософом Муратом Мусабаевым вели разговор о времени и вечности, о жизни и смерти. На этом сегодняшняя передача подошла к концу. До следующей передачи. До свидания.